Чеченская республика уже не регион боевых действий. Следы от кровавой войны невозможно найти даже при большом желании. Чистые улицы, ухоженные парки, счастливые лица прохожих – вот что могут увидеть гости нашего региона. Чечня – центр событий мирового масштаба. Здесь выставляются реликвии, принадлежавшие пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижникам. Проводятся мероприятия с участием звезд мировой эстрады и именитых спортсменов. Это регион с развитой социальной сферой, динамично растущей экономикой. Мы пришли к тому, о чем первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров говорил: научиться жить. Однако недостаточно построить город мечты всех поколений чеченцев, сделать из некогда горячей точки самый мирный регион на земле. Необходимо взрастить поколение, которое сохранит и приумножит богатство Родины, которое будет оберегать мир в регионе. Все то, что сделано с таким трудом. В нравственности наше спасение. Только духовность сможет сохранить народ от бед и ошибок, считает глава республики. Необходимость создания единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской республики актуальна сегодня как никогда. В современном мире молодежь видит слишком много соблазнов, и многие из них не имеют представления, как с этим жить. Концепция должна стать основой воспитания образованного и высокоморального поколения. Вот такое непростое поручение было дано советнику главы Чеченской республики, директору департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Байали Тевсиеву. Лучшие умы Чеченской республики, ученые, богословы, писатели, деятели культуры и искусства, специалисты министерств и ведомств республики работали над проектом документа, призванного сыграть весомую роль в духовном возрождении. Документ был разработан и утвержден главой региона. Новой и главной задачей вскоре стала реализация концепции, к которой были привлечены все министерства и ведомства и широкая общественность.
Одно из главных направлений работы, обозначенной в единой концепции, это информационное противодействие экстремизму. Проводимые в школах, техникумах, университетах встречи, семинары, круглые столы и конференции, ток-шоу на телевидении, размещение роликов и проповедей богословов в сети интернет. Все это призвано служить мощным заслоном против потока экстремистской информации. Также по поручению главы республики в интернет-сети работает группа блогеров, которая постоянно ведет разъяснительную деятельность среди молодежи, объясняя суть истинного ислама. Также на сайте департамента deprel.ru богословы ежедневно отвечают на вопросы молодежи. В рамках единой концепции духовно-нравственного воспитания активно проводятся профилактические мероприятия по борьбе с наркоманией. Вместе с тем, основной акцент ставится на повышение качества проводимой работы и расширение кругозора специалистов, занимающихся организацией первичной профилактики наркомании. Свыше 100 специалистов прошли курсы повышения квалификации по программе департамента, которая проводилась совместно с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Чеченской Республике и Центром по борьбе со СПИДом. Для определения лучшего специалиста-тренера по профилактике наркомании при поддержке молодежного центра «Перспектива» организован конкурс «Знай, чтобы жить». Кроме того, департаментом реализуются и другие мероприятия разъяснительного характера: беседы, семинары, интернет-уроки, кинолектории и так далее. Департамент пристально следит за исполнением законов о запрете розничной продажи энергетических напитков и курения в общественных местах, а также за соблюдением предписания одежды сотрудников организации в соответствии со служебной и воинахской этикой. Огромное внимание уделяется популяризации традиционных семейных и религиозных ценностей. Совместно с министерствами, ведомствами и учебными заведениями проводится работа по профилактике ранних браков и разводов. Сотни молодых людей приняли участие в мероприятиях по популяризации культурного наследия народов Чеченской Республики и мюридизма как общественно полезной деятельности. В департаменте работает комиссия по урегулированию семейных конфликтов, благодаря которой решено множество, казалось бы, безнадежных дел. Для решения конфликтов и поисков мирных соглашений активно привлекается Совет старейшин и Союз родителей Чеченской Республики. Департаментом активно ведется работа по воспитанию молодежи в духе толерантности и уважительного отношения к представителям всех конфессий. Мусульманским духовенством и Русской Православной Церковью региона наработан большой опыт в совместной работе. Одним из позитивных примеров эффективного сотрудничества является совместная работа над учебными пособиями «Основы религий». Еще одним приоритетным направлением является работа с общественными организациями. Департаментом оказывается консультационная, организационная и информационная поддержка неправительственному сектору. Еженедельно в эфире 2 телерадиокомпаний республики транслируется «Вестник», в котором затрагиваются актуальные темы и освещается деятельность общественных организаций. За годы работы у департамента сформировался надежный круг партнеров в лице Духовного управления мусульман, Министерства по делам молодежи, УФСКН Российской Федерации по Чеченской Республике, Комитета по дошкольному образованию, Министерства здравоохранения, МВД по Чеченской Республике и общественных организаций. На дорогах республики проводятся профилактические мероприятия с водителями транспортных средств. Также проводится работа по духовному просвещению учащихся общеобразовательных школ и студентов. Работники департамента читают лекции сотрудникам правоохранительных органов, работникам министерств, ведомств и других организаций. Богословы наставляют на путь истинный заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Департамент проводит благотворительные акции для социально незащищенных членов общества, работает с будущими богословами, проводит воспитательные мероприятия с трудными подростками, начиная с детских садов, прививает детям любовь к традиционным духовным ценностям и к своему отечеству. Все это благодаря главе региона, которая не на словах, а на своем примере и примере своей семьи показывает, какой должна быть настоящая чеченская мусульманская семья, как нужно уважать родителей, воспитывать детей и руководить. Это не просто слова, это факты, результаты. Кадыровы – единственная фамилия в стране, сразу 8 носителей которой в течение года стали хафизами, хранителями священного Корана. А между тем, наличие одного человека, знающего Коран наизусть, это огромная милость и благодать Всевышнего. Неоценим и вклад Хутмат Кадыровой в популяризации нового для республики направления в музыке – нашидов.
Результаты социологического опроса, проведенного в республике, говорят о том, что Нашид ар-Рахман является одним из самых популярных. По словам молодежи, прослушивание данной композиции духовно обогащает их. И завершая наш фильм, остается только добавить, трудясь над воспитанием молодого поколения, мы надеемся увидеть республику духовно богатой, экономически процветающей, социально справедливой, а народ счастливым. Людьми, которые сохранили духовное богатство своих предков. Да, аллах